Старинные способы скоротать время нынче не в моде. Даже у компьютерных игр с реалистичной графикой и массой возможностей, ставшими частью жизни миллионов людей, на рассвете 21 века появился серьезный конкурент, который с экранов монитора переносит игрока прямо на само поле боя. Пейнтбол зародился в США в начале 80-х, а с распадом СССР появился и в России. С недавних пор начал покорять и Чеченскую республику. Это командная игра с применением специальных маркеров, которые с помощью кислородных баллончиков стреляют шариками с красками. Я в первый раз сюда сегодня пришел. Друзья долго уговаривали, с работы как-то не получалось, и все-таки на водных решился. Пришел, мне тут очень понравилось. В детстве мы играли с палками, тут уже более по-взрослому. Существует две глобальные разновидности пейнтбола – спортивный и тактический. Особой популярностью в Чечне пользуется второй вид. В основном играют по одному сценарию – спецназ против террористов. Хотя каких-либо ограничений не существует. Все зависит от вашей фантазии. Полицейские должны штурмом взять захваченный объект. Бандиты, наоборот, удерживать его. Правила довольно простые. Если у вас попал шарик с краской, поднимайте руку и выбывайте из игры. Для одних пейнтбол – это всего лишь игра, для других – своеобразный активный отдых, адреналин, хобби и даже бизнес. Но для некоторых эта игра давно вышла за рамки простого развлечения и стала частью жизни. Впервые в руки маркер Ахмед взял год назад и с тех пор активно играет. Выступает в команде Грозный. И негатив, который набрался за рабочую неделю или учебную неделю, вы можете прийти и здесь уже снять этот стресс. Помогает? Да, очень помогает. Пейнтбол чрезвычайно травмоопасен. Шарики хоть и с краской, но при попадании оставляют болезненный синяк на теле. Поэтому специальная экипировка и шлем – обязательные условия, рассказывает Вальд Исаков. Сам играет и за небольшую плату, и другим предоставляет такую возможность. Мы республику представляем, у нас есть своя команда, как бы общая, ЧР Грозная. На выездах нас уже приглашают в Пятигорск, Минводы. Год назад где-то выезд был в Ингушетию. Наши ребята заняли первое место.